Это не просто речевка, а боевой клич. Таким образом, команды настраиваются на победу. Дети знают эти строки наизусть. Сплоченность и боевой дух зависят от каждого из участников группы. Инструктаж от вожатого и интеллектуальная битва со спортивным уклоном началась. Для победы участнику нужно добежать до стула, на котором лежит сканворд, выполнить задание. С центральной площадки звучит лезгинка. Можно станцевать на свежем воздухе. Под навесом организованы творческие занятия и интеллектуальные игры. Кто-то собирает пазл, другие играют в шашки. Есть и те, кто предпочел бы провести время за рисованием. В общем, каждый ребенок нашел себе здесь занятия по душе. Для тех, кому надоела суета, может уединиться и спокойно почитать книгу. К этому располагает и пение птиц, и шелест листьев. Я очень люблю читать. А какую книгу сейчас читаешь и о чем она? Как это было, и книжка про Ингушетию. Смех и крики ребят раздаются со всех уголков лагеря. Многие уже успели найти здесь новых друзей, стали более раскрепощенными и общительными. За время, проведенное в этом лагере, у детей появились любимые игры и занятия. Ходим на поход, танцуем, поем, рисуем, ходим на походы, на пикники. Мне очень нравится здесь, и здесь у меня появились новые друзья. Кормят ребят и вправду вкусно. Питанию в лагере уделяется особое внимание. Предусмотрено специальное меню, утвержденное Министерством образования. Видишь, питание, компот, по-разному. Иногда йогурт, и сладость тоже, конфет, первый суп, борщ, второй мясное бывает у нас, котлеты бывает у нас, дух холтха, дина, ход холтха берет питание, и полдник холтха берешь, и хамдатил, сокыш, хамаждатил, берешь. Дети на территории Арымхи совсем не пользуются гаджетами и интернетом. И это не потому, что им запрещено. Сотрудники лагеря делают досуг ребят максимально насыщенным и интересным, так что очное общение вытесняет всю электронику. Дети и получают что-то и полезное, и подвижное, и для здоровья хорошо. Мне кажется, все в комплексе, и довольны будут и родители результатом того, как их дети отдохнули. Из-за эпидситуации в этом году мест в лагере сократили со 150 до 80 человек. Для предупреждения распространения коронавирусной инфекции в Арымхи предприняты все необходимые антиковидные меры. Все воспитатели, все дети на руках имеют справки о том, что они прошли полностью медосмотр. У детей есть карты для прививок, что у них есть прививки, вернее. И у воспитателей есть справки о том, что они не болеют. Ежедневно мы проводим тщательную уборку, хлорируем все наши санузлы, наши умывальники. Эта смена будет длиться 3 недели, так что впереди у детей достаточно времени, чтобы познакомиться поближе и хорошенько отдохнуть от учебы. Впереди у лагеря еще 2 смены до завершения летнего оздоровительного сезона. Микаил Тангиев, Адам Гулоев, Асхаб Белакиев. Новости 24.